Президент Таджикистана подписал указ о весеннем армейском призыве. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, будут ли в будущем еще облавы или наконец-то это все решится. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 марта подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1995-2004 годов рождения на военную службу. В указе, текст которого опубликован на официальном сайте президента, отмечается, что в апреле и мае 2022 года в армию будут призваны молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, а также мужчины старших призывных возрастов, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от военной службы. Президент поручил Министерству обороны, председателям призывных комиссий Хатлонской, Сагдийской областей, Горно-Бадахшанской автономной области, а также города Душанбе, всех городов и районов страны осуществлять призыв граждан за счет тщательного отбора призывников. С учетом особенностей службы в пограничных войсках, Нацгвардии и в войсковых частях специального назначения осуществлять их комплектование будут в первоочередном порядке с участием представителей органов безопасности и внутренних дел. Министерству здравоохранения и соцзащиты населения республики поручено мобилизовать опытных врачей и специалистов для контрольного медицинского освидетельствования призывников. Также Минкультуры, Комитету по делам молодежи и спорта, Комитету телевидению и радио поручено широко освещать ход организации и проведения призыва граждан на военную службу. В прошлом году, наверное, было 40-50%. В этом году 80% обращений граждан связаны с незаконным призывом. Почти каждое обращение, связанное с призывом, это связано с облавами, нарушением неприкосновенности жилища, некачественное медицинское свидетельствование. Это, наверное, с тем, что с каждым годом выполнение плана становится сложнее и сложнее, пока не проведем таких решительных реформ в армии, ситуация будет ухудшаться. В общем, видимо, ничего не изменится. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Напомним, 29 января президент страны подписал закон о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, который определяет порядок воинского учета, призыва и самой военной службы. Закон в новой редакции также предусматривает военную службу в призывном резерве, согласно которому граждане призывного возраста освобождаются от военной службы на добровольной основе путем проведения месячных военных сборов и оплаты определенной суммы, размер которой устанавливается правительством страны. Выпускникам вузов теперь придется отслужить в армии год. Отметим, что согласно новому закону желающие могут не служить в армии традиционные 2 года, а вместо этого пройти военные сборы в течение 1 месяца, оплатив государству определенную сумму 25 200 самани. А как вы относитесь к военной службе в Таджикистане? И как вы думаете, есть ли у нее какое-то перспективное будущее? Или такой же ужас будет твориться и дальше? И как вы думаете, кто может это все поменять? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Будет очень интересно обсудить это вместе с вами. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!